Это еженедельная программа «Новости IT». Здравствуйте! Сегодня стартуем с событий в мире. Apple на онлайн-выставке WWDC 2020 официально презентовала iOS 14 и другие новые продукты. Если охарактеризовать ивент одним словом, то этим словом будут виджеты. Им купертиновцы в этот раз уделили особое внимание. И начнем, само собой, с главного экрана. Виджеты приложений теперь можно размещать прямо между иконками. Они обновляются в реальном времени, предоставляя пользователю информацию в зависимости от приложения. Кроме этого, в Apple разработали специальный тип виджетов, который содержит в себе несколько виджетов. Их можно листать для смены отображения информации. Более того, отображаемая информация сменяется в зависимости от времени суток или местоположения пользователя. Например, утром отображаются запланированные события календаря, а вечером — статистика активности в течение дня. Идем далее. Функция «Картинка в картинке». То, что долгое время имели пользователи iPad'ов и еще дольше владельцы смартфонов на Android. Опция позволяет просматривать видео поверх любых запущенных приложений. Еще одно классное нововведение. То, о чем говорили со времен iOS 7 – исправленный экран звонка. Новый экран вызова отображается теперь в виде небольшой полоски сверху дисплея. За счет этого можно не отвлекаться от запущенного приложения, когда на iPhone поступает звонок. Обновили и сообщения. До купертиновцев наконец дошло, что конкуренты в лице WhatsApp, Telegram и прочих мессенджеров отодвинули их чат на второй план. Итого, улучшены групповые беседы. У пользователей появилась возможность прямого ответа на конкретные сообщения. Отмеченные подобным образом сообщения создают ветку для более удобного чтения. Кроме этого, пользователи могут настроить групповой чат таким образом, чтобы им приходили оповещения только о прямых обращениях к ним. Еще в iOS 14 появится встроенный переводчик, который, по идее, должен составить конкуренцию гугловскому. Поддерживает 11 языков, в том числе и русский. Обновленный интерфейс Siri, который, к сожалению, не прибавил ей сообразительности. Новый экран с приложениями App Library, на который можно собрать нечасто используемые приложения и немного привести рабочий стол в порядок. А вот что действительно удивило своей полезностью, это приложение App Clips и CarKey. Первое позволяет моментально загружать облегченные версии приложений, когда они понадобились, без полноценной установки из App Store. CarKey же позволит открывать автомобили, которые имеют бесключевой доступ. Если давно ждали этой функции, то не спешите обновляться. Приложение будет доступно и на 13-й версии. И еще одна классная фича – это смена стандартного браузера и почтового клиента. Если к Safari претензий особо нет, то вот почтовый клиент работает слабо, по сути не обновляясь с 7-й версии системы. Радует и то, что поддержка устройствами будет как и на 13-й версии, то есть вплоть до iPhone 6s и старых версий SE. Официальная дата выхода iOS 14 намечена, по традиции, на сентябрь этого года. Между тем, Google начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе «Картинки». Они уже начали публиковать информацию о проверке первоисточников, подлинности и контекста изображения. Как всегда, все гениальное просто. Теперь, когда вы будете заходить в раздел «Картинки», под иконками будет виден значок «Проверка фактов». При просмотре изображения в полном размере можно будет увидеть краткое содержание проверки достоверности, связанных с самим изображением или со статьей, в которой оно использовалось. На поприще новых технологий не дремлют и китайцы. С начала 2000-х они плотно работали над своим аналогом системы GPS. И вот на днях был запущен последний спутник. Так что теперь в Поднебесной не только своя сетевая инфраструктура с мессенджерами, блэкджеком и фаерволом, но еще и собственная навигационная система. С космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань во вторник успешно стартовала ракета-носитель Чанчжэн-3B. Изначально пуск был запланирован на 16 июня, но его пришлось отложить на неделю из-за технической неисправности. Ракета доставила на орбиту последний 55-й спутник китайской глобальной навигационной системы Бэйду. Аппарат успешно вышел на заданную орбиту и развернул солнечную панель. Представитель космодрома объявил о завершении миссии. Китай работал над созданием Бэйду с 2000 года. Система задумывалась как конкурент американской GPS. Планируется, что она позволит осуществлять навигацию по всему миру уже в этом году. Подобные системы есть также у Европейского Союза Галилео и у России ГЛОНАСС.
Хорошие новости на этой неделе ждали и российские IT-компании. Путин предложил снизить для них ставку по страховым взносам. Снизится она с 14% до 7,6%. Комментарий на этот счет дал глава счетной палаты Алексей Кудрин. Он назвал это интересным вызовом. Так как задача нужная, но вот только кто будет подпадать под понятие высокотехнологичная IT-компания? В каких сферах они должны работать, чтобы получить послабление? В общем, будем ждать итоговой редакции законопроекта. Крупнейшие же компании, которые точно в силах обойтись без послабления, а именно Яндекс и Сбербанк, объявили о разделе совместных активов. Интернет-предприятие покупает долю банка в Яндекс.Маркете, а Сбербанк, в свою очередь, долю в Яндекс.Деньгах. Сбербанк с 2009 года является акционером Яндекса. Тогда банк купил золотую акцию интернет-компании всего за 1 евро. Отношения несколько лет развивались активно. В 2012 году Сбербанк вошел в капитал платежной системы Яндекс.Маркет, а в 2018 появилось новое совместное предприятие – торговая платформа Яндекс.Маркет. Но вот уже в следующем году пошли слухи, что Сбербанк и Яндекс недовольны сотрудничеством друг с другом и планируют развод. Это происходило на фоне создания Сбером и Mail.ru Group совместного предприятия в сфере транспорта и еды. Уже к концу года Сбербанк вернул интернет-компании золотую акцию, а Герман Греф в интервью подтвердил, что Сбербанк и Яндекс могут переформатировать совместные проекты. При этом развод будет не окончательным. Интернет-компании и банк останутся партнерами по многим направлениям. Якутские программисты заняли призовое место во всероссийском хакатоне-конкурсе «Цифровой прорыв». Команда IT Space заняла 2-е и 3-е место, оставив позади свыше 60 сильнейших сборных со всей России. Об IT-марафоне и якутских программистах Айсена Бурнашова. Второй по счету хакатон в этом году прошел в онлайн-формате. Свыше 200 команд в течение 36 часов решали задачи от ведущих компаний и организаций страны. Команды представили 157 технологичных решений по 5 актуальным направлениям. Разработка приложений, сервисы для бизнеса, шеринг-экономика, внутрикорпоративные коммуникации и образование. Наша задача – разработать корпоративный портал, где любой сотрудник Газпромбанка смог бы нести свои идеи, которые могут быть не только с точки зрения бизнеса, тоже с точки зрения внутрикорпоративных каких-то мероприятий, может быть. Нужно было проектировать такую архитектуру, которая смогла бы внедриться в банк безболезненно. И также, чтобы банк и любые их сервисы могли синтегрироваться с нашим сервисом бесшовно. Нашли не только техническое решение, но и смысловое. В команде IT Space всего 5 участников. За 36 часов хакатона они выполнили все задания в рамках выбранного кейса. По каждому из направлений эксперты определили 3 победителей. 15 команд разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей. Команда IT Space заняла 2-е и 3-е место, поделив его с командой Outlines Tech. Самое главное, это не тот приз, который материальный, а то, что мы получаем. Плюс в том, что нам уже предлагают со стороны бизнеса, с Газпромбанка, начать сотрудничать. Мы еще думаем. Команды, вошедшие в топ-10 по каждому кейсу хакатона, не только прошли проверку на свои профессиональные скиллы, но и получили возможность на получение гранта от Фонда содействия инновациям, фонд которого составил 25 миллионов рублей. Я очень сильно готовился к этому, прокачивал себя. Раньше я был только разработчиком, а сейчас я также и продакт-менеджер, и проект-менеджер. Ощущения супер. Square Enix и Crystal Dynamics провели демонстрацию игры по мотивам «Мстителей» от Marvel. Сюжет будет следующий. Мстителям предстоит дать отпор технологичному гиганту IEM. Как повелось, основатель компании мечтал сделать мир лучше с помощью науки, но во время Дня Мстителей случилась трагедия. И теперь он использует всю технологичную мощь своей компании, чтобы убедить общество, что обладателям сверхспособностей нельзя доверять. В общем, классическая для этого жанра завязка. Геймплейно вы будете проходить однопользовательские сюжетные задания, где протагонистом выступает один из Мстителей. В данном случае нам продемонстрировали масштабную битву с участием Тора. По словам девелоперов, скандинавский бог отличается универсальностью. Он может мутузить врагов Мьёльниром в ближнем бою, бросает молот в тех, кто стоит подальше, и призывает молнии.
Как и других Мстителей, Тора можно прокачивать. Одно из его умений – ручное прицеливание. Разработчики уверяют, что каждый игрок сможет выбрать персонажа по душе. Есть супергерои с ближней и дальнобойными атаками, летающие и наземные. Любого из них удастся подогнать под свой стиль игры, благодаря прокачке и снаряжению с разными эффектами. Не забыли и про визуальную кастомизацию. Художники создали для каждого Мстителя десятки костюмов. Некоторые можно будет получить за прохождение миссий, в то время как другие будут доступны только на сетевой торговой площадке. В эпоху Assassin's Creed живем, как-никак. Дата релиза намечена на 4 сентября этого года на ПК, PS4, Stadia и X1. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. До встречи через неделю и всего доброго.